поднимаем руки, большие пальцы сводим. Глубокий вдох, небольшая разминка и приступаем к упражнениям. Площадь перед башней Согласия сегодня на время преобразилась в небольшой стадион. Веселое настроение и желание – все, что нужно для утренней зарядки. А проводит ее для ребят основатель спортивного течения Шотсанлат в регионе Магомед Гирейсукиев. Крепкий и подтянутый, ведущий здоровый образ жизни, до сих пор преподает детям, являя собой пример того, что спорт – признак долголетия и крепкого здоровья. Малоподвижный образ жизни, чреватый, вы знаете, букетами болезней, снижением иммунитета, жизненных сил. Совсем недавно эта волна была пандемии, всевозможные эпидемии и так далее. И все в один голос ученые нам подтвердили, что виной всему, то есть в первую очередь страдают те, у кого слабый иммунитет. Вот для этого нужен спорт. Зарядку приурочили ко дню физкультурника. Праздник отмечается в России с давних пор, когда спорт стал одним из наиболее популярных занятий в стране. Но в современном мире, когда все под рукой и необходимость движения сведена к минимуму, особенно важно вести подвижный образ, уверены организаторы в лице Центра культуры, спорта и туризма. И прививать любовь к спорту надо с самого юного возраста. Ученые сообщества, они уже признали, что действительно надо увеличивать нагрузку на физическую культуру. Даже в школах признали, что надо вводить уже дополнительный третий час физкультуры, уже спортивные секции там вводить. Поэтому необходимость в этом давно назрела. После активных нагрузок ребят ждал не менее активный отдых. Кто-то не прочь прокатиться на поезде, а непоседы поменьше пробуют на прочность батут и качели. Главное преимущество спорта – это его доступность для любого. Научиться различным упражнениям можно, не выходя из дома. Например, как Хава с сестрой. Девочки довольно успешно самостоятельно осваивают элементы гимнастики. Или ходить на руках, как Магомед Богатырев. Спорт играет немалую роль в его жизни. Парень увлекается футболом и занимается боксом. И все это получается совмещать с учебой. Юноша мечтает занять свое место наравне с именитыми ингушскими спортсменами региона в боксе. Все говорят, что нужно иметь огромный талант, все дела, но мне кажется, упорный труд все решает. В любом спорте, если ты хочешь добиться своего, ты добьешься этого. Главное никого не слушать и идти вперед. Сегодняшний праздник близок многим. Его отмечают тренеры, преподаватели, спортсмены и люди, которые ведут здоровый образ жизни. Ведь физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении цели и закаляют волю. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.